Главное управление охраны Российской Федерации использует государственные объекты для отдыха высших должностных лиц Российской Федерации. Далее, в целях снижения расходов по содержанию государственных объектов, Главное управление охраны Российской Федерации по согласованию с Кабинетом министров Республики Абхазия имеет право самостоятельно предоставлять их в аренду организациям, юридическим и физическим лицам, как в целом, так и частично. Это ты знаешь откуда? Это из старого договора 1995 года, статья 4. Там как раз-таки прописано, что они могут отдавать в аренду и так далее. Я так понимаю, что ты документ очень основательно изучил. Но я предложил, юристы пусть... статья Убаракун. Это 95-й год, статья 4. Как раз-таки там им дали такое право. Сдавать в аренду частично или полностью. По действующему соглашению, пока еще действующему, это новое соглашение не ратифицировано, такое право есть. А по тому соглашению, которое подписано и не ратифицировано, здесь четко прописано следующее, что, и ты об этом должен знать, потому что ты читал документ, статья 6 соглашения, которое подписано в 2022 году, гласит следующее. Российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха. Далее, внимание, российская сторона обязуется использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, исключительно, подчеркиваю это слово, исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. То есть исключается передача третьим лицам, передача в аренду и так далее. Это соглашение 22 года. А в 95 году, я вам зачитал, такое право российская сторона имела.